Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля али Мухаммади ва саллим. Сегодня, уважаемые братья, тема была у нас насчет дунья. Дунья – это вещь, которая созданная, да? Аллах создал дунья, как нас создал, как завод создал машину, даже. Вот, пример, сперва возьмем то, что мы видим. Машину завод создал для чего? Чтобы ездить на нем. Не чтобы на него посмотрел и наслаждался, или не чтобы на нем людей топтал. Чтобы правильно надо ездить на нем. Вот так Аллах Таала дунья тоже создал и дал нам, чтобы мы правильно его использовали. А как правильно использовать дунья? Машину как правильно ездить, что там завод пишет. Вот дунья как правильно пользовать, нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в Коране и хадисе научил. И сказал, объяснил, что такое дунья. Вот возьмем пример. Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля али Мухаммади ва саллим. Некоторые люди спят и встают только вот, думая о дунья. Из-за дунья они грешат. Из-за дунья у них чуть дунья горит. Всех чуть вот, настолько волнуются за дунья. И когда дунья Аллах им дает, они радуются, чуть не танцуют, говорят. Это из-за чего, говорят? Потому что ты не знаешь цену этого. Цена дунья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, «Лау канат дунья та'дилу инда Аллахи джанаха ба'удатин». Если дунья, его цена была бы, говорит, как крылья комара, то Аллах даже не напоил бы, говорит, кафира глотком водой, говорит. Глоток водой не напоил, говорит. Это настолько ничего не стоит, говорит. Если ты убьешь комара, ты никакую вину не почувствуешь. Комар же. Пример возьмем Абу Ханифа, рахимахуллах. Как они смотрели на дунья? Когда дунья им дает, или Аллах от них отберет. Однажды имам Абу Ханифа сидел учениками. Пришел один человек, сказал, я имам, караван, который твой товар, им напали, говорит, воры. Имам смотрел, альхамдулиллах, сказал и продолжал урок. Чуть через время обратно этот человек пришел, говорит, я имам, оказывается, не твой караван, говорит, оказывается, другой караван украли, говорит. Посмотрел на него, альхамдулиллах, сказал и урок продолжал. Это же дунья. Студенты спросили, как после урока. Я имам, говорит. Мы не поняли, говорит. Обе, альхамдулиллах, сказал, говорит, даже не спросил, говорит, как, в чем. Имам ответил, говорит, Абу Ханифа. Когда он сказал, украл, я посмотрел на свое сердце, говорит. Как он волнуется? Смотрю, сердце спокойно, говорит. Не волнуется, говорит. Я сказал, альхамдулиллах. Главное, сердце, говорит, у меня доволен то, что Аллах дал. Когда второй раз он сказал, твой спас, я посмотрел на сердце радуется или танцует, смотрю, спокойно. То я тоже сказал, альхамдулиллах. Вот настолько она дунья, она по-любому риск, который Аллах тебе обещал, без этого ты не умрешь. Ахират никто не может, вот риск пока не кушаешь, паспорт твой риск. Если все не ел, тебя обратно оставляет. Даже одно дыхание у тебя не останется, и не пойдешь в ахират без этого. Вот так дунья, вот они, когда ты знаешь цену, ты за это не волнуешься. Вот говорит же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он же не от себя говорит, а от Аллаха говорит. Дунья не стоит крылышки комара, говорит. Раз этого не стоит, а то, что комар кто-то ему дал или не дал, ему же безразлично. Вот такие примеры пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводит нам, чтобы мы поняли. Стоит этого или не стоит. Когда мы видим тех людей, которые не веруют, да, Аллах не верит, Аллах, у них, когда богатство есть, они радуются. Но у них иман нету, они должны плакать. А тебе зачем плакать, когда у тебя иман есть, чем их богатство 10 раз, не только их, весь мир 10 раз больше получаешь, ахират. Поэтому это дунья маленький срок. Надо то, что нам дано, надо взять от него пользу. Мы не сами должны быть рабами для этого.
Человек сперва зарабатывает деньги для себя, да, для семьи, для жены, чтобы дом был, машина была. Он заработал эти деньги, а потом он становится как робот. Уже днем и ночью работает, факир он. Ему не хватает, уже он не дунья раб, а сам раб дунья стал, получается, наоборот стал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, в хадисе говорит: таиса абду дирхам. Кто ибадат делает деньгам, он говорит, он талайсиз, говорит, несчастливый человек, говорит. Эта дунья столько не стоит для этого, переживать не стоит. Аллах говорит в Коране: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фа аммал инсану иза мабталаху раббу. Аллах говорит, когда я испытываю, говорит, человека и уровень поднимаю, богатство ему, дунья даю, он радуется и говорит: Аллах меня сейчас возвысил, говорит. Когда я человека испытываю и риск, говорит, у него укорачиваю, вот, риск меньше делаю, он говорит, Аллах меня унижил, говорит. Аллах после этого отвечает: калля, нет, говорит. Таким мерам не мерьте, говорит. Это не для этого. Аллах Та'ала может дунья дать, кого любит, и кому не любит, даже больше дает, говорит. Аллах кого любит, говорит, он его оберегает, говорит, от дунья, чтобы он, любовь у него на дунье, чтобы больше не было. Когда человек, у него все хватает, все есть, он дунья здесь, он и так здесь, как раю, он не хочет туда пойти. Когда ему здесь дунья чуть недостатки не хватает, он тоскует, где там хорошо будет. Человек, который в тюрьме, он хочет домой. Это дунья для верующего человека, как тюрьма, говорит. Однажды для кафира рай, говорит. Это хадис из пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так. Однажды один человек увидел другого мусульманина на лошади, хорошо одетые, хорошо друзья и такие счастливые, богатые. Это кафир сказал, говорит: вы говорите, что дунья для верующих тюрьма, а для неверующих рай. Вот я, говорит, неверующий, говорит. Я как живу, плохо, говорит, трудно у меня жизнь идет. Какая это? Это неправда, говорит, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. Это ему ответил, говорит: если сравнить твое состояние здесь и сравнить ахирате, какое состояние будет у тебя, для тебя это рай, говорит. А дунья, как бы мы здесь хорошо не жили, говорит, если сравнить раем, говорит, это для нас тюрьма, говорит. Вот человек, верующий человек, вообще человек, дунья как это? На животе он думает, все хорошо, когда он не хочет выйти. На дунья рождаться не хочет. Там уже он привык. Плачет, когда уходит на дунья. Когда уходит, тоже плачет от дунья. А верующий человек, когда уходит, он должен радоваться. Это дунья для него, это тюрьма, говорит. В такие моменты человек должен понять, чтобы знать цену дунью. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, достоверный. А вдруг человек не хочет, верующий, но он все равно только на дунья. Ему только цель, у него дунья. Про них говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я ему гарантирую, говорит, 3 вещи. Кто не думает ахират. Шакаун ля янфас. Это несчастье, говорит, который ограничений нет. Постоянно он будет, говорит, нервничать, волновать из-за какой-то мелочи, постоянно будет мучаться. И проклинать того человека, который познакомился с ним, проклинать дунья будет. Он постоянно, он, говорит, несчастливый, говорит. Я ему гарантирую, говорит, что будет на это, говорит. Потом, вахирсун ла яблу гина. И у него желание, жажда будет, постоянно хочет богатым стать, ему не хватает. Здание там построил, здесь гостиница, там ресторан, не хватает. Я ему гарантирую, это тоже у него будет, говорит. Ва амалун ла яблу мунта. И у него надежда будет, которую он не сможет дойти. Настолько у него там на 20, на 50 лет есть надежды, он и так в конце умирает, говорит, без этого. Я ему гарантирую, говорит. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это не значит дунья вообще бросать дунья. Есть хадис много, где говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что просто мере дает. Есть одна вещь, оценить и пользу стать для него рабом. Цену, чтобы мы знали. Это главное. А так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не говорит, чтобы вы жили хижине, или вы жили бедным. Это все считается айбадат. То, что если эта вещь, когда дунья отвлекает тебя от Аллаха, вот это мазмума, дунья. А то люди думают, дунья, верующий человек, он должен жить хижине, все бросать. Нет. Верующий человек, он должен быть сильным. Он должен... Почему у нас есть закат? Закат дает.
чтобы закат давать богатым должен быть. Аллах хвалит, везде хвалит тех людей, которые садака дают. Нигде не хвалит, кто попрощайничает. Поэтому главное, вот дунья нас не отвлекала от ахрата. Вот это нам нужно. Если она отвлекает от знания, познать свою религию, не можем познать, посидеть, время не дает нам постоянно, тут, работа, жена. Вот один момент будем знать, каждый, наверное, испытывал в себе в жизни своим. И говорит, кто больше полюбит чего-то помимо Аллаха, говорит, Аллах его будет именно наказать с этой стороны. Говорит. Например, кто-то любит женщину, он любит все внимание не только эта женщина, а женщина, вот, любящая женщина, или он гуляет. Он постоянно будет в бедах из-за этой женщины. Эта женщина его будет заставлять ревновать, или что-то покупать, или это делать, постоянно недовольна. Скандалы. Аллах мучает, говорит, чтобы он знал, то, что он полюбил помимо Аллаха, это не стоило ему. Кто ему деньги, постоянно в деньгах проблем, долг отдает, долг не может брать. Вот это достоверно. Каждый сам увидел, наверное, в своей жизни, когда он моменты бывают, что он полюбил кого-то. Если подумать, сколько времени он терял из-за этой женщины. Сколько он времени терял за деньги. Деньги заработал, много. Один день все деньги украли. Весь деньги не пропало. Получается, он то, что здесь родился, жил ради этих денег. А денег тоже нет. Ахират уже пустым идет. Аллах вот так показывает, говорит, чтобы он Аллаху обратился. Чтобы он понял, Аллах только ради Аллаха то, что делал, остается. Дай Аллах нам это понять сердцем и душой. Вальхамдулиллахи раббил аламин. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا